Дорогие туркменистанцы, этот ролик я тоже записал 2 июля, но я решил его публиковать не на своем канале сначала выставить его на канале Какомара Духадерова. Дело все в том, что у меня есть такое свойство мозга, что пока меня это особо не волнует, я этим не занимаюсь, я не загружаю свои мозги ненужными мыслями. Вот, я предметно интересуюсь только тем, что мне нужно, выгодно и полезно. А если, когда что-то зацепится, я начинаю обязательно разматывать клубок, чтобы добраться до сердцевины. И все до поры до времени меня особо не интересовало, но в конце апреля я познакомился с одним туркменским предпринимателем, который торгует на одном из оптовых рынках Москвы. Не буду говорить, чем он занимается. И вы знаете, у него в команде работают все туркмены. Я не буду говорить, из какого вилаята, но там нет ни одного россиянина, только туркмены. Потом я уже узнал, что на этом же оптовом таких точек несколько, где работают туркменистанцы, причем они даже не граждане России, нет. Все, в том числе индивидуальный предприниматель, не являются гражданами России. Они все являются гражданами Туркменистана. И вот я начал сидеть, разматывать клубок и думаю, слушайте, я знаю, насколько я знаю, в России очень жесткое миграционное законодательство, и тем не менее эти люди даже не из столицы, а из вилаята смогли закрепиться в Москве и чем-то занимаются. Потом я начал интересоваться, и у меня есть родственники, которые живут в Турции, и которые уже стали гражданами Турции, причем уехали они сейчас я скажу, в 2011 году они уехали, и уже они через 5 лет стали гражданами Турции. Я начал у них интересоваться, трудно это сделать. Они сказали, нет, если ты соблюдаешь законодательство, если не пытаешься хитрить, мудрить, если у тебя есть приглашение на работу, ты можешь приехать и работать совершенно легально, а купив недвижимость, ты уже можешь подавать и вид на жительство, а там и на гражданство. Так, думаю. Получается, мои родственники, которые не являются даже тюркоязычными, стали гражданами Турции. А туркмены, которые тюркоязычные, столько лет не могут получить там официальный статус. Я сидел и начал думать, как такое может быть? Язык они быстро осваивают, но у них все так глухо. Далее, потом я поинтересовался, есть такой комик Тимур Иразиев, он даргинец, он участник комедийного шоу, это «Горцы от ума». Он тоже стал проживать в Турции. На съемки ездит в Дагестан, но он как-то там живет с официальным статусом. И он тоже не тюркоязычный, он даргинец. Я сидел и начинал думать. А потом я говорю, что я любитель турецких сериалов, только не про любовь, а исторических. Я смотрел про Эртугрула, я смотрел про Османа, сейчас смотрю про Алпа Арсланов, я смотрю и просто всегда читаю, где есть правда, где есть вымысел, где они там сочинили, где есть действительно реальные люди, реальные события. Мне это интересно с чисто зрения исторического аспекта. И вот я сейчас он закончился, я смотрю «Основание Османа». И вот в 98-й серии я увидел человека, очень знакомое лицо. Я сидел, думал. А потом меня шарахнуло. Это же боец ММА, Давлетжан Яхшимурадов. Чтобы не быть голословным, я не знаю, здесь, конечно, будет плохо. Вот это он. Здесь плохо отсвечивает. Это Давлетжан Яхшимурадов, боец ММА. Я знаю, что у него был контракт с клубом «Ахмат», он долгое время выступал в России.
И у него не было проблем со своим нахождением в России. Сейчас он в Турции, публично снимается в кино, то есть у него есть работа в Турции, и наверняка он находится легально на территории. Почему у него получается? Далее, и уже потом по ходу дела, я еще узнаю, что в основании Осман уже давно снимается туркменская актриса Гузель Равшанова. Вот это она. Это она. Это, так сказать, ну, как сказать, и подруга она, и сопровождает, и везде сопровождает Малхун Хатун. Это вторая жена Османа. Я поразился. Это тоже туркменка. Ее зовут Гузель Равшанова. И у этой девушки, ей 26 лет, нет никаких проблем с нахождением в Турции. Более того, она легально работает. У нее есть разрешение на работу, потому что, извините, сниматься в кино и быть нелегалом – это невозможно. Потом я узнал в основании Осман и снимает чеченец. Туралхан, короче. Турал его звать, да? Снимает азербайджанец, тоже боец ММА, Забит Мамедов, да? Как у этих людей получается? И как получается так, что вы говорите, 2 миллиона туркменистанцев живут нелегально в Турции? А я вам так скажу, ребята, вы приехали туда законно, по туристической визе. Но остались там свыше 3 месяцев. Вы стали нарушать закон Турции о местопребывании. И дальше все пошло как снежный ком. Вы изначально ехали туда нарушить тамошнее законодательство. А туркменское законодательство, она после вас вдогонок прессует, чтобы неповадно было. А так я больше чем уверен, что и у Яхшимурадова, и у этой девушки никаких проблем не возникнет по возвращению в Туркменистан. Их никто не спросит, почему ты так долго там оставалась, почему ты не вернулся через 3 месяца. У них не будет никаких проблем. Это только у вас есть проблемы. Но вот давайте начнем, чтобы вы изначально думали, что так пройдет. А сейчас вы везде шумите, кричите, что туркменское законодательство, туркменская власть вас притесняет. Я разговаривал с одним, взрослый туркмен, он старше меня, по этому поводу. Он сказал: Айга, ты что, наших не знаешь? Они говорят: ай, поедем, шакул-шакул, там, если что, решим вопрос. Ну вот вы и решили вопрос. А сейчас вы газуете, вы там пытаетесь что-то сделать, потому что вы попали в эту западню, и вы не знаете. Сейчас только объяви амнистию и скажет Туркменистан: приезжай, уезжай, и вы все оттуда убежите. Потому что для вас самое главное работать на кого-то. Хоть за что-то. Больше никак. И я помню, в начале ДВТ, когда бы там кто-то вбросил ролик с выступлением Давлетжана Яхшимурадова, где он там дрался, там типа, мол, вот наш туркменский боец, и там уже замусолилась тема, надо ему как-то сообщить, чтобы он за нас выступил, чтобы он сказал свое отношение. И я вот себя думаю: Господи Боже мой, неужели вы думаете, что он за вас будет выступать? У него все хорошо. У него все нормально. Вы думаете, что они из-за вас будут себе геморрой создавать? То есть это уже было там тогда, что кто-то должен за них рискнуть. То есть Давлетжан Яхшимурадов должен подставить всех, создать себе проблемы ради вас. А вы свои лица прячете. Вы своих родственников не публикуете.
То есть проблемы у вас, а Дауледжан должен их себе нажить вместе с вами. Попробуйте к нему обратиться. В лучшем случае вас пошлют куда подальше. В худшем, он же боец ММА, он и навалять вам может. Ну, не знаю, как эта девушка поступит. Да она просто, наверное, с вами общаться не будет. Поэтому я говорю так, что думает, пускай каждый решает, почему у него проблемы, а сейчас они пытаются то, что они накосячили, решить за счет того, чтобы куда-то прислониться, кому-то примкнуть, и авось все решится. Я больше чем уверен. Стоит только туркменским властям отменить все эти репрессивные методы по поводу депорта и прочее. Все. Оппозиционного движения больше не станет. Останутся только отдельные люди, которые будут орать, взывать в никуда. Я больше чем уверен, что просмотры просто упадут в ноль. И по мере того, как люди будут возвращаться из Турции, из России, потому что рейсы уже открыли, да, не удивляйтесь, что у вас будет уменьшаться количество слушателей. И я даже больше чем уверен, что и кто-то и отписываться начнется подальше от греха. А вдруг в телефоне найдут YouTube и увидят, там же можно увидеть подписки. Поэтому тут, ребята, а кто-то уже заранее начал отписываться, еще за месяц, как только узнали, что 1 июля будет рейсы открывать. Так что не удивляйтесь, если просмотры упадут. Надеюсь, я не сильно кого-то обидел. А если обидел, то мне наплевать. Всего вам доброго.